Здравствуйте. Брифинг главы Якутии Арсена Николаева о текущей эпидемиологической обстановке в регионе на 11 часов дня 11 апреля. Смотрите на нашем канале прямо сейчас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике? Ситуация в Республике Саха-Якутия по новой коронавирусной инфекции со вчерашнего дня без изменений. У нас также 19 официально заболевших. Другой вопрос, что у нас вчера состоялась тоже достаточно большая выписка, и 3 человека одновременно полностью выздоровели и выписаны. И сегодня у нас официально больных на сегодняшний день 6, и 13 человек уже выздоровело и выписалось. По состоянию тех больных, которые у нас подтверждены случаи по Ленску и по Алдану, ситуация у них средней тяжести. Предпринимают сейчас меры усиления именно по линии медицинской помощи для того, чтобы постоянно был контроль и в случае необходимости при ухудшении их состояния все соответствующие меры были приняты. Вместе с тем мы предполагаем, что супруга гражданина из Ленска, у которого подтвержден вирус уже, скорее всего, у нее тоже будет обнаружена коронавирусная инфекция, потому что все симптомы налицо, но она находилась с ним на самоизоляции все эти дни, поэтому других каких бы опасностей, что она могла кого-то дополнительно перенести эту инфекцию, такой опасности, слава богу, нет. Сейчас полностью уже выявлен круг лиц и по Ленску, и по Алдану тех, кто контактировал с больными. У всех них отбираются анализы, и мы надеемся, что до конца сегодняшнего дня у нас будут результаты по Алдану, а уже ближе к завтрашнему вечеру, к вечеру воскресенья, у нас будут данные из Мирного, уже через которые идут анализы ленские. Мы верим, что все-таки все те меры, которые сегодня приняты и в Ленском районе, и в Алданском районе по полной изоляции населения, они принесут свои положительные результаты, и мы не допустим дальнейшего разрастания очагов этой эпидемии. Еще раз говорю и обращаюсь и к жителям данных районов, и вообще в целом к жителям республики, что сейчас самое главное – это соблюдение режима полной самоизоляции. Это самый верный способ достичь положительных результатов по борьбе с болезнью. Хочу сказать, что благодаря вводу в строй новых лабораторий и выходу их на уже серьезные хорошие результаты по количеству проводимых тестов в день, мы сейчас последние дни уже вышли на те примерно параметры, которые планировали. Вчера у нас было 918 анализов сделано, точнее вчера у нас сделано 780 анализов. Это полностью покрывает потребности, и мы сегодня будем уже в дальнейшем расширять круг тех лиц, у которых анализы будут браться. Также нами совместно с главным санитарным врачом принято решение о том, что сейчас все прибывающие на территорию города Якутска лица, граждане стран ближнего зарубежья, они будут в обязательном порядке помещаться в обсерватор на 2-недельный карантин. Мы сегодня и завтра дорабатываем определенные меры, которые будут у нас действовать с 15 числа по республике Саха-Якутия, которые будут направлены уже не на ограничение, а будут уже наоборот направлены на смягчение режима полной самоизоляции и на режима изоляции в целом по всей республике. Я считаю, что с учетом той ситуации, которая у нас сегодня складывается, я как уже говорил, особенности по нашим сельским территориям, по северным территориям, конечно же, нужно уже ограничительные меры, жесткие по ряду направлений уже снимать. Еще раз повторюсь, что сейчас самое главное для жителей это находиться дома, это соблюдать режим самоизоляции. Это помогает нам достигать хороших результатов. На примере города Якутска мы это точно сейчас наблюдаем. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 11 апреля. Оставайтесь с нами.